новым днем, Республика! Вместе с вами сегодня рады просыпаться мы, Катерина Винокурова, Иван Луцкан. Середина недели, 20-й день ноября. И сегодня отмечается два очень важных праздника. Врачи-педиатры принимают поздравления с профессиональным днем, так же, как и их подопечные дети. Вот многие считают, что я педиатр по образованию. Нет, я закончил лечебное дело, но все равно коллег хочу поздравить с этим замечательным днем, потому что они спасают жизни самого важного, что у нас есть, это наших детей. Безусловно, значимость педиатра переоценить невозможно. При малейших признаках недомогания у детей первым делом мы идем к участковому педиатру. И, естественно, это первый специалист, к которому мы обращаемся за помощью. А Всемирный день ребенка, он направлен на улучшение благополучия детей, укрепление работы, которую проводит Организация Объединенных Наций в интересах всего мира. Ну а тему здоровья мы сегодня в рамках нашей программы еще поднимем и не раз. Узнаем также, как устанавливаются новогодние елки на центральных площадях нашей столицы. А в конце эфира ожидаем победительниц первенства России по дзюдо. Ну а далее знакомимся со свежим прогнозом погоды. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 23, минус 27 градусов. Днем ожидается до минус 22-25, в Заречье утром минус 23, минус 33, днем минус 22, минус 30. В южных Улусах минус 26 утром, днем до минус 24, минус 25. В Вилюйских Улусах утром минус 27, минус 38, днем минус 27, минус 28 градусов. В Нижнеленских Улусах минус 30, минус 38 утром, днем минус 31, минус 35. В Западных Улусах минус 24, минус 37 утром, днем минус 22, минус 30 градусов. В Колымендигирских Улусах минус 11, минус 22 утром, днем минус 7, минус 20. В Янских Улусах минус 18, минус 26 утром, днем минус 18, минус 23 градуса. В Северо-западных Улусах минус 26, минус 43 утром, днем минус 24, минус 38 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 24 градуса. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 24, минус 26 градусов. Да, погода действительно еще шепчет. Если честно, я засмотрелся на новую нашу заставку погоды и позавидовал тем, кто занимается мунхой, потому что, признаться, я ни разу на ней не был, но очень хочу. Один раз поехал, и у нас машина сломалась. Надо попробовать, я думаю. Я бы тоже, кстати, с радостью бы съездила. Ни разу тоже не была. Как мы уже сказали, сегодня отмечается Всемирный день ребенка. Они самые важные люди, с появлением которых жизнь меняется на все 180 градусов. Кроме приятных хлопот, связанных с родительством в первые же дни, надо оформить целый перечень документов нового гражданина. Давайте внимание на экран. Свидетельство о рождении – это, наверное, самый важный документ, который нужен любому гражданину России. Первым делом нужно зарегистрировать этот факт. Это вы можете сделать тремя способами, обратившись в управление ЗАГСа через центр «Мои документы» или портал госуслуги. При обращении в городской ЗАГС при себе необходимо иметь паспорта родителей, свидетельство о браке, если есть, и выписку из роддома. Там специально дается справка. Свидетельство о рождении выдается сразу, и его может оформить один из родителей. Также можно все оформить по доверенности одним из родственников или тому, кому вы доверяете. Далее нужна прописка. Ребенок должен быть прописан с одним из родителей. Необходимые документы – это свидетельство о рождении, которое вы уже получили в ЗАГСе, паспорт одного из родителей, правоостанавливающий документ на объект, где прописан родитель, предоставивший паспорт. Прописку по адресу жительства ребенка можно оформить через портал госуслуги, центр «Мои документы» или в паспортном столе. СНИЛС и ННН оформляете только после получения прописки
списке ребенка. Необходимые документы: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка. Получить полис ОМС можно в любой страховой компании. Необходимые документы: свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка и паспорт одного из родителей. Также ребенка необходимо записать в детский сад через портал eyakutia.ru. Для этого у вас должна быть подтвержденная учетная запись на портале госуслуги.ру. На сайте необходимо добавить отсканированный вариант паспорта родителя, свидетельство о рождении ребенка. Также, если вы претендуете на льготную очередь, например, многодетная семья, родители студенты, родитель сотрудник внутренних дел, судья, то предоставляется дополнительный документ, подтверждающий льготу. Это перечень лишь первостепенных документов на получение пособий, ежемесячных и единовременных выплат. Подробную информацию Можно узнать в интернете, на портале и госуслуги, и на сайтах управления ЗАГСа и прочих государственных органов власти. Ну а мы продолжаем. Первая из главных дальневосточных елок и первая новогодняя елка страны зажгет свои огни 1 декабря в столице Якутии. В рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». На главных площадях сейчас идет установка новогодних красавиц. Как это происходит, узнаем в следующем сюжете. Установка главной елки столицы идет на площади Орджоникидзе. 23-метровая лесная красавица с диаметром 8 метров в этом году также предстанет изображениями национального стиля. Красавицы состоится 1 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Горсвет устанавливает елку уже в течение с 2013 года. В прошлом году пришло новое оборудование по заказам. Сирик, Омега изготовила Санкт-Петербург. Ну все, работаем по эскизам. Довольно просто собирается. Просто единственное, что морозы у нас все элементы выполнены. Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» проводится в Якутске с 2011 года. Он стал брендом вечной мерзлоты, якутского холода и северного гостеприимства. В этом году фестиваль пройдет с 25 ноября по 1 декабря. С 23 ноября начинают уже приезжать наши гости из разных стран, которые станут также участниками нашего большого фестиваля, который стал уже брендом не только в нашей республике, но и по всей нашей России. С 23 ноября начинают уже приезжать наши гости из разных стран, которые станут также участниками нашего большого фестиваля, который стал уже брендом не только в нашей республике, но и по всей нашей России. В рамках фестиваля будет организовано множество конкурсов и представлений. В этом году еще на площади Орджоникидзе мы установим эко-павильоны, где будет продажа и выставка новогодних аксессуаров. Также она будет работать как фотозона, будут украшены гирляндами, елочками, все в новогоднем стиле, красочно. Всех горожан и гостей столицы приглашаем на площадь Орджоникидзе. В этом году организаторы фестиваля объявили конкурс на создание официальной песни мероприятия. Песня будет сопровождать все мероприятия фестиваля и должна отражать особенности суровой зимы Якутии, которой она славится. Наталья Кольцева, Александр Жуков. Новый день. Вот уже и новогоднее настроение появляется. И, кстати, мы сейчас выходим не только на канале НВК Саха, но и канале Якутия-24 и общественном телевидении России на региональной вставке. Ну а теперь снова о нем. Перейдем к хлебу. Да, к хлебу. И уже по традиции за 5 минут до эфира я обычно сочиняю такую короткую... Это уже стало своего рода традиционной рубрикой. Да, традиционная рифма про хлеб. С утра бездрожжевому каждый рад, ведь источает он прекрасный аромат. Здорово. Приятного аппетита всем, кто завтракает. Вдвойне приятного аппетита всем, кто завтракает вместе с немигунским хлебом бездрожжевым. Новинка. Да. Новинка, да. Ну а далее у нас на очереди рубрика «Вакансии». Внимание на экран.
Итак, требуется ведущий специалист по землеустройству, высшее профессиональное образование, опыт работы, должности по специальности землеустройства от 2 лет. Заработная плата 30 тысяч рублей. Требуется эксперт-товаровед, высшее профессиональное образование, товароведение, экспертиза непродовольственных товаров, квалификация товаровед, стаж работы не менее 3 лет, заработная плата 40 тысяч рублей. И педагог-психолог на ставку 0,75. Диплом, стаж работы, санитарная книжка, без вредных привычек, справка от Главного информационно-аналитического центра МВД России по республике, а заработная плата от 21 тысячи рублей. Если вас заинтересовали эти вакансии и не только, вы можете обратиться в Центр занятости населения города Якутска по адресу Петра Алексеева, 6/1. Кроме этого, вы можете изучить остальные вакансии на их официальном сайте. Его можно найти через любой поисковик. Ну а мы продолжаем. Детской городской больницы города Якутска вот уже более 25 лет. На сегодня в ее структуру входит 3 подразделения. Консультативно-поликлиническое отделение, отделение восстановительного лечения и реабилитации, это круглосуточный стационар, а также стационар дневного пребывания. О последнем речь пойдет далее в нашем сюжете. Отделение восстановительного лечения и реабилитации «Дневной стационар» занимается детьми от 3 месяцев до 18 лет. Курсы лечения проходят дети с неврологической и костно-мышечной патологией. Основной целью реабилитации является предупреждение инвалидности. Курс лечения от 10 до 20 дней в зависимости от заболевания, а ребенок должен и дома продолжать потом тому, чему его научили во время прохождения курса лечения. И чем дольше ребенок лечится, тем более разнообразные виды лечения необходимо применять. В последние годы у нас открылись кабинеты по мануальной терапии для детей, по рефлексотерапии, кинезотейпирование. Обучили врачей заниматься ботулинотерапией, которая применяется при спастических заболеваниях детей с заболеваниями нервной системы. Поэтому стараемся помочь детям и видим действительно, что родители довольны и стараются к нам неоднократно прийти на лечение. В структуру больницы входят врачи разных специальностей. И прежде чем приступить к лечению, ребенка осматривает так называемая мультидисциплинарная бригада, в составе которой врач-педиатр, невролог, ортопед, врач физиолечения, лечебной физкультуры и педагоги. После осмотра бригада подбирает комплекс индивидуального лечения. Разнообразия болезней в неврологии очень много. Если говорить о детях, которые нуждаются до года для лечения, это дети с перинатальной патологией, это дети, рожденные в гипоксии, в асфиксии, или когда у мамы бывает во время беременности различные заболевания, та же анемия, угроза прерывания беременности, инфекции матери, они приносят страдания маленькому ребенку внутриутробные. И поэтому дети при рождении, они рождаются с различной неврологической патологией. Они очень нуждаются в первый год жизни реабилитации. Ну а вообще хорошо поддаются реабилитации дети до 3 лет. Это самый такой возраст, который, да, очень активный. Дочь Людмилы проходит лечение в дневном стационаре около 2 недель. У девочки проблемы с позвоночником и аномалия грудных ребер. Мама признается, что уже заметны улучшения. Ходим на массаж, ходим на лечебную физкультуру, логопеду, психологу. Ну, здесь все очень хорошо работают, очень нам нравится здесь. Ребенку нравится, трудотерапией занимается она у нас. Очень хорошо относится к нам. Ну, все так нам очень нравится. Ну и улучшения есть, конечно, что не зря ходим. Родителям важно помнить, что чем раньше начинается лечение, тем эффективнее и быстрее идет выздоровление у ребенка. Спасибо специалистам стационара за их нелегкий труд и непосильную помощь, оказываемую здесь каждому маленькому человеку.
Да, вот был буквально предыдущий сюжет о работе детской городской больницы. Могу сказать, что я не раз сталкивался с работой специалистов, которые непосредственно там трудятся, и надо отдать должное, это действительно люди с золотым сердцем, золотыми руками, они искренне хотят помочь вашему ребенку, поэтому огромное спасибо специалистам детской городской больницы за ваш труд и искреннюю поддержку тех детей, которые к вам попадают. Ну и с праздником, Днем педиатра, потому что большинство из них там работают именно педиатры. Да, с профессиональным праздником. Ну а мы хотим вам напомнить про наш WhatsApp номер. Он все еще работает. Мы ждем ваши сообщения на номер 8 914 279 2262. Спрашивайте, задавайте интересующие вас вопросы. Если хотите, можете поздравить своих родных, близких посредством WhatsApp номера на всю республику. Но Также это у сейчас, нас... да. Ты хотела про магнитики сказать? Я хотела про магнитики сказать. Можно я скажу? Да, давай, а я продолжу. Да, 31 декабря на наших телеканалах национальной вещательной компании «Саха» вас ждет традиционный праздничный эфир, на котором мы вам подарим отличное настроение и приятные подарки. Приобретая вот такой магнит «Харысхал» с пожеланиями счастья, благополучия, здоровья в подарок на Новый год для своих родных и близких, вы становитесь участником розыгрыша призов под названием «Новогодний подарок» и получаете шанс выиграть ценные призы. Приобрести магниты вы можете уже сейчас. По 31 декабря они будут продаваться по адресу НВК «Саха», улица Орджоникидзе, 48, на 1-м этаже. Помню, на них был такой большой ажиотаж, когда мы проводили весну на НВК. Такие же магнитики похожие продавались, что их раскупили буквально за Да, очень быстро считанные дни. раскупили, поэтому, я думаю, нужно поторопиться. Ну а участие в следующей акции абсолютно бесплатно. Это возможность увековечить в памяти тех, кто ковал победу в далеком 45-м. Мы проводим акцию под названием «Письма с фронта», посвященную победу в Великой Отечественной войне. 75 лет, которые мы будем отвечать на следующий год. Если у вас сохранились письма с фронта от дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, вы можете обращаться в нашу утреннюю редакцию. Орджоникидзе, 48, кабинет 201. Или, если нет возможности обратиться лично, отправить по электронной почте на utro.nvk@mail.ru. Вот эти материалы, и в следующем году мы сделаем большой архив, и он будет представлен общественности. Ну а прямо сейчас мы отправляемся в Алекминск. Обычные занятия в одной из групп детского сада, но именно они наглядно показывают, как важно сохранить равновесие между общением с гаджетами и живым общением с ребенком. Читать ему сказки, рассказы, разговаривая о мотивах, поступках героев. И современные технологии, и чтение обуславливают развитие мыслительных способностей, логику, но живое общение незаменимо. Тему продолжат наши коллеги. Ребенок. Его поведение и мотивация – отражение его семьи и взрослых. Что вложишь в малыша сейчас, то и даст свои крепкие ростки на дальнейшее. В детском садике «Березка» к современным технологиям относятся с уважением. Уже в младших группах ребятишки получают первые знания, а старшие с огромным удовольствием постигают самые азы программирования. Уже со второй младшей группы у нас уже вводится в нашем детском саду STEM-образование. Это называется технология STEM-образования. Она сейчас очень широко используется не только среди школьников, но и среди дошкольников. И она помогает развивать логическое мышление, обобщение, синтез, анализ. Все это развивается у ребенка. Опять же, первым занятием было чтение сказки, как раньше. И надо отметить, что и там внимание детей было большим. Не просто внимание, но и анализ прочитанного. Разговаривая с ребятишками после занятий, убедились, оба им интересны. Что ты узнаешь из них? Что нужно быть добровольным, что нужно быть хорошим, нельзя быть злым. Вот сейчас была сказка про коня и про маленького, не маленького, конечно, а большого, а мальчик кинул хлеб в коня. Занятие мне понравилось больше. Мне
мне понравилось оба, потому что оба занятия интересные и полезные. И какое занятие понравилось сегодня больше? Все. Именно чтение. Умение слушать и принимать – бесценное свойство. И хорошо, если поддерживается оно не только в садике, но и дома. Не секрет, что часто ребенок большее время проводит именно с гаджетами. Там игры, любые мультики, и именно так постепенно теряются самые добрые навыки общения. Ведь телефон или планшет не могут объяснить ему, что лежит в сути сказки, где грань между добром и плохим поступком. Больше бы посоветовала развивать не только логическое мышление, но и речь. Потому что вот со всеми этими планшетами, телефонами, гаджетами ребенок очень хорошо ориентируется, но речь зато страдает. Больше разговаривать, больше играть со словом. Разные игры, да? Сегодня и нам, родителям, стоит задуматься о равновесии и, развивая стремление к последним словам технологий, не забывать о огромной силе обычного слова. Когда я ложусь спать, мама мне читает иногда сказки, я засыпаю под них. Какие тебе сказки нравятся? Что? Ну, любые там. Елена Фаст, Алекминск. Да, действительно, гаджеты вносят в нашу жизнь определенную иногда сумбурицу, особенно когда при помощи гаджетов пытаются каким-то образом действовать и мошенники, и пытаются выудить из нас последние средства, и причем чаще всего страдают от этого лица пожилого возраста, и иногда люди, которые немного не информированы в вопросах финансовой грамотности. Именно об этом мы сейчас поговорим с гостями в нашей студии. Это Галина Солдатова, заместитель директора по учебно-методической работе Якутского финансово-экономического колледжа имени Фадеева, и педагог-организатор этого колледжа Екатерина Лисица. Доброе утро. Доброе утро. Ну, какие основные цели на сегодня, да, у финансового просвещения? В настоящее время в России реализуется глобальный проект, инициированный Мировым банком под финансированием Министерства финансов Российской Федерации. Это стратегия повышения финансовой грамотности 2017 по 2023 года. И в рамках этого проекта есть определенные подпроекты. Вот один из подпроектов, таких масштабных подпроектов, это повышение финансовой грамотности обучающихся, то есть финансовое образование. И вот наш финансово-экономический колледж занимается данным направлением. Вот в целом финансовая грамотность – это определенные навыки, способности гражданина грамотно распоряжаться личными финансами, семейным бюджетом, грамотно функционировать с финансовыми структурами, налоговыми органами, пенсионным фондом, банковскими учреждениями. Да? То есть этому обучает финансовая грамотность. И в целом вот предпосылки возникновения того, что есть необходимость обучения финансовой грамотности, в том, что в советское время не было банковских структур, да, такого интернет-развития. Сейчас, в настоящее время, все это развивается необходимость финансовой грамотности, необходимость того, чтобы люди как-то защищали себя, да, от рисков финансового мошенничества. Поэтому вот предпосылки достаточно серьезные, они как бы развиваются. А какую работу проводит финансово-экономический колледж в этом направлении? С 2018 года колледж активно принимает участие по финансовой грамотности в республике. У нас создана рабочая группа волонтеров финансового просвещения из преподавателей колледжа. Конечно же, активно помогают наши студенты-активисты. Большое количество мероприятий было проведено за этот период. Это самые различные мероприятия разного формата. Это игры, ролевые игры, деловые игры, квесты игры, игры по станциям, викторины, настольные игры. Это, конечно же, семинары, лекции, финансовые консультации для населения. Также у нас есть в Инстаграме, у нас в нашем аккаунте есть проект «Зачет», где мы публикуем интересные задания, вопросы для населения, и любой может принять
участия. За последний год самые яркие мероприятия, которые прошли у нас, это первый в республике финансовый фестиваль «Финфест», который мы провели в апреле этого года. У нас было создано более 10 игровых станций для ребят. Также можно было получить бесплатные тоже финансовые консультации по предпринимательству. Были мастерские, где можно было изготовить изделия из бумаги, сувениры из кожи, изделия из керамики. Фестиваль посетили более 200 школьников. Прошел очень хорошо, ярко и масштабно. Также этой осенью мы провели дистанционную олимпиаду, республиканскую олимпиаду по финансовой грамотности, в которой приняли участие около 1500 человек. Это школьники и студенты среднеобразовательных учреждений. А какие вы видите вообще вот сейчас проблемы финансового характера, с которыми сталкиваются люди? Проблемы финансового характера – это, конечно, основные проблемы – это закредитованность населения. То есть очень много населения имеют кредиты. Это ипотечные кредиты, потребительские кредиты, да, и это действительно такая глобальная проблема. И вторую проблему можно выделить – это риски, связанные с финансовым мошенничеством. Вот по кредитам, если посмотреть на статистику, которая опубликована на Центральном банке Российской Федерации, да, там видно, что просроченная задолженность по кредитам у физических лиц, она постоянно увеличивается именно в нашем регионе, в Республике Саха-Якутия. Например, по состоянию на 1 января 2019 года задолженность составила где-то 202 миллиона рублей. По состоянию на 1 сентября уже 222 миллиона рублей. То есть это говорит о том, что население все-таки должно планировать свою финансовую составляющую, ну, и стараться кредиты брать только на такие самые максимально нужные цели. Вот, и если в целом посмотреть статистику, то на Центральном банке у нас кредитование снижается. Если в 2017 году кредиты составляли где-то по региону нашему где-то 7 миллиардов рублей, то сейчас 6 миллиардов рублей. То есть идет снижение. Хотя на уровне Российской Федерации, наоборот, идет повышение кредитования. То есть это тоже хорошо, то, что наше население, да, уже осознанно как-то менее использует вот эту кредитную систему. Также некоторые микрофинансовые организации, они достаточно значительно высокие проценты берут за использование кредитов. Спасибо большое, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать вам удачи на таком важном занятии, это финансовое просвещение населения. Ну а населению посоветовать заходить в Инстаграм, допустим, финансового колледжа, где можно поиграть и как-то просветиться. А пока реклама. Утро мы продолжаем наш эфир, радовать вас последними событиями и новостями. Хочется напомнить, что мы сейчас выходим не только на канале НВК Саха, но и на канале Якутия-24 и общественного телевидения России на региональной ставке для цифрового вещания. Также хотим вам напомнить про наш WhatsApp-номер, абонент МТС 279-2262. Отправляйте свои сообщения, задавайте вопросы, будем ждать. Ну а далее слово передаем нашим коллегам из информационной службы, после чего обязательно продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Здравствуйте. В прямом эфире новости. В студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня.
Участники новой программы «Земский учитель» в Якутии получат по 2 миллиона рублей. Федеральный проект, который является аналогом земского доктора, стартует в России в 2020 году. Дополнительную финансовую поддержку в рамках проекта получат те педагоги, которые в течение 5 лет отработают в сельской местности. В этом учебном году в школах республики открыто порядка 800 вакансий для педагогов. Из них более 200 нужны для арктических и северных районов, 70 из которых в сельских поселениях. Мы сейчас по моему поручению Министерство образования и науки в течение месяца должно сформировать перечень вакансий. В том числе, конечно, мы приоритет будем делать как раз на труднодоступные арктические районы. И уже под эти вакансии будут подбираться желающие, которые получат соответствующие выплаты для мотивации для работы. Единственное, чтобы получить эти деньги, нужно будет взять на себя обязательство 5 лет проработать в сельской местности по той вакансии, которая будет Министерством образования и науки объявлена. 2 миллиона рублей – серьезные средства. Уверен, что они сделают еще более привлекательной профессию учителя и позволят как раз вот в таких труднодоступных населенных пунктах привлечь самых сильных наших инициативных учителей. Все регионы к концу года должны предоставить услугу записи на диспансеризацию через личный кабинет пациента «Мое здоровье». Об этом говорится в документе Минздрава России. Пока эту услугу предоставляет только в 48 субъектах страны. Хотя по информации ведомства, все 85 регионов уже завершили интеграцию с федеральной электронной регистратурой. Кроме того, по данным портала госуслуг, за 9 месяцев текущего года доступом к личному кабинету воспользовались около 8 миллионов человек. Это составляет 124% от планового показателя 6,4 миллиона на этот год. Перебои в вещании телеканалов национальной вещательной компании «Саха» через сети ТТК устранены. Неполадки были связаны с выходом из строя оборудования региональной головной станции кабельного телевидения в Якутске. На сегодняшний день авария устранена, заявили в ТТК. По словам технического директора компании, также по отдельным адресам в столице региона было замечено занижение уровня сигнала на домовых оптических приемниках. Проблема частично решена, но до конца недели планируется устранение перебоев по оставшимся адресам. Долгожданное новоселье отпраздновала редакция газеты «Энсели» в Намском районе. Первое издание вышло в 1935 году. И с тех пор главный источник информации для жителей района. На официальном мероприятии принял участие и министр инноваций и цифрового развития Якутии Анатолий Семенов. Он высказал свое пожелание, чтобы в этом просторном здании расположились все информационные издания. Также министр ознакомился с ходом работы местного IT-центра. Здесь в планах размещения не только газеты, здесь в планах размещения филиала НВК «Саха», местной радиостанции. Это будет некий такой медиакластер, да, который будет генерить, быть источником новостей, информации всего Намского района, который будет транслироваться на всю республику, на всю страну и на весь мир. Поэтому я всех поздравляю. Хочу выразить благодарность всем, кто участвовал в реализации этого проекта. Бойцы из Якутии выиграли 3 медали чемпионата мира по миксфайту. 2 якутянина Мечил Осипов в весе до 65 килограммов и Борис Игнатьев до 71 килограмма стали победителями мирового первенства. Михаил Трофимов в весовой категории до 60 килограммов стал обладателем бронзовой медали. Накануне в столице региона прошла пресс-конференция по итогам соревнований, где тренер сборной озвучил планы команды на следующий год. На сегодняшний день чемпионы подписали контракты с Федерацией миксфайта. Ближайшие бои ожидаются в феврале и марте 2020-го. Основная подготовка к ним начнется не раньше, чем через 2 месяца. Наш земляк Григорий Попов проложил дорогу, и поэтому у нас в планах ставим самую высокую планку, чтобы потом в дальнейшем, чтобы достичь все-таки вершины единоборства. Хотелось бы выехать туда, в регион западный, в Москву или на Кавказ. Все упирается только в финансирование.
Доброе утро, мы продолжаем наш эфир «Новый день» на канале НВК Саха, Якутия-24 и общественном телевидении России. Делимся последними новостями и можете отправлять ваши новости на наш студийный WhatsApp номер 8-914-279-22-62. Звонить не надо на него, только WhatsApp-сообщение. По возможности зачитаем в прямом эфире. А мы продолжаем с гостем нашей студии. Поговорим мы на важную тему сохранения здоровья. Это Анжелика Ивановна Спиридонова, специалист Республиканского центра медицинской профилактики. Доброе утро. Утро доброе. Доброе утро. Анжелика Ивановна, 15 ноября отмечается Международный день, да, отказа от табака. Какие мероприятия проводятся в этом день? Значит, приказом Минздрава от 15 ноября 2019 года значит, у нас проводится неделя, посвященная Международному дню отказа от курения. Эта декада проходит с 19 ноября по 26 ноября этого года. Значит, проходит она в целях повышения осведомленности в отношении связи между табакокурением и такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые заболевания, дыхательной системы и онкологических заболеваний. Значит, включает она проведение комплексных профилактических обследований в организациях, в трудовых учреждениях и в учебных заведениях. Также, значит, у нас буквально вот недавно, кстати, коллеги проводятся вышли разъяснительные работы, на меня. тоже в учебных заведениях. Вот как раз в учебном заведении вы хотите провести какие-то классные уроки интересные, да? Да, проводим. Читаем лекции, показываем слайды, видеоролики. И мало того, что еще объявлен конкурс рисунков, я слышал. А вот по статистике, если взять, да, как у нас сейчас в Якутии идет распространенность табакокурения? Табакокурение, значит, у нас лица в возрасте до 15 лет и более, да, страдают 32%. Значит, из них, допустим, в сельском населении люди курят, счет идет 45%. А, значит, среди мужчин и женщин, то у мужчин 45%, у женщин 20%. То есть мужчины у нас чаще и больше курят. Почти в 2 раза. Да. 2 раза. А если посмотреть вот факторы риска, на что больше всего влияет курение? Вот вы говорили о сердечно-сосудистых заболеваниях, а если вот именно конкретно по болезням? Вообще, значит, табачный дым, он содержит в себе канцерогенные яды. Значит, как только мы вдыхаем, он попадает в легкие, потом, значит, всасывается в кровь, и, конечно, значит, идет поражение сосудов. Сосуды, значит, идет, если это, значит, сосуд становится ломким, нежным, он, значит, очень быстро, скажем так, прорывается. И таким образом, если это происходит в сердечной мышце, в миокарде, то мы это можем называть инфаркт. Если это маленький, то микроинфаркт. Если он происходит в головном мозге, то это называется инсульт, а если это маленький, то микроинсульт. Если же это поражение происходит в сосудах конечностей, то это, значит, вызывает такое заболевание, как облитерирующий эндоартрит, от которого, значит, конечно, потом исход, это вплоть до ампутации конечностей. А вот по онкологии, да, все-таки табак, он основную роль играет в возникновении рака легких. Какие еще есть заболевания, связанные с онкологией, которые тоже подвержены наши органы? Значит, подвержены наши органы, значит, женское заболевание, образование малого таза, я так понимаю. Малого таза, яичников, рак шейки матки. Вот. Вы как врач-офтальмолог по специальности, что бы могли бы сказать по поводу влияния табакокурения, в первую очередь, на зрение человека? Значит, табакокурение вообще является одним из факторов снижения зрения, развития таких заболеваний, как глаукома, катаракта, макулярной дегенерации и поражение сосудов сетчатки. Макулодистрофия, можно говорить о нем более с акцентом, потому что это заболевание у нас является одной из первых причин слепоты, допустим, в Европе. Одна из первых причин слепоты. Тут идет нарушение, само собой, сосудистой стенки. Вот. А вот как можно заподозрить у человека, что вот что-то не то? Может быть, вот какие-то там точки появляются перед глазами? Или как часто необходимо посещать офтальмолога, чтобы выявить какие-то предрасположенности? Посещать врача-офтальмолога надо раз в году. Значит, первые признаки это могут быть мушки перед глазами, снижение зрения, затуманивание, появление каких-то радужных кругов, ореол вокруг источника света. Вот. Неприятные ощущения в области глаза, орбиты. Потом это может быть стойкое появление
раздражение, покраснение. А вот что необходимо тогда предпринимать, какие-то действия? Предпринимать, вначале, вообще раз в году надо посещать врача-офтальмолога. Ну, не а только также офтальмолога, да, всех, не только офтальмолога, всех конечно, специалистов. всех врачей, специалистов раз в году желательно обязательно. Анжелика Ивановна, а вот что касается статистики, да, мы сказали, сколько курящих мужчин, женщин, а каков процент курящих детей? Курящих детей. Растет ли этот процент? Этот процент у нас немножко растет, составляет 38%. 38% детей курят? Да. Это до 18, получается? Это до 18 лет. Ничего себе, вот эта цифра. Мне кажется, родителям надо немного задуматься о том, чем занимаются ваши дети в свободное время, или, возможно, сами родители пропагандируют сей образ жизни. А вот что касается профилактики, да, среди учебных заведений, да, это просто беседы или какое еще влияние? Или игровая форма, может, какая-то проводится? Игровые формы, в виде игровой формы, лекции. Вот возвращаясь еще раз к непосредственно в вашей работе, да, офтальмолога и вообще в целом, Центр медпрофилактики основную роль какую сейчас выполняет? Выезды и какой профилактику? Да, она включает у нас выезды. Сейчас на сегодняшний момент у нас 18 ноября уже работает одна бригада в Горном районе. 19 ноября у нас вылетела одна бригада в Тикси, Булунский район. Она будет работать в близлежащих поселках. И 25-го у нас вылетает еще одна бригада в Емеконский улус. Она будет работать в поселке Комтор, в самом Уснере и рядом в близлежащих поселках. Кстати, надо заметить, что работа Республиканского центра медпрофилактики абсолютно бесплатная. По полису УМС они принимают жителей тех районов, куда выезжают непосредственно мобильными бригадами. Но хочу напомнить, что у нас в гостях была Анжелика Ивановна Спиридоновна, специалист Республиканского центра медицинской профилактики, сама врач-офтальмолог. Спасибо большое. И самые интересные декады борьбы против табака. Удачного дня, плодотворной работы. Ну а у нас небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. 20 ноября, среда. И у нас на WhatsApp пришел вопрос. Есть, есть что-то, интересное. Ну ладно. Начнем с того, что, уважаемые наши любимые работники НВК «Новый день», с добрым бодрым утром, отличного рабочего дня. Спасибо. Да? И следующий вопрос от этого же нашего зрителя и одновременно подписчика. Наверное, вопрос больше потому, что у меня медобразование, и надо немножечко рассказать о медицине. Почему у нас больных оперированных не положат в Национальный центр медицины РБ-1 в кардиологию, отправляют в городскую больницу Стадухина 81. Мы не местные, мы приезжие с района. На самом деле ответ достаточно простой. Есть определенная маршрутизация пациентов, и городской клинической больницы как таковой уже нет. Она приобрела в прошлом году статус Якутской республиканской клинической больницы и обслуживает также население с районов республики. Вот как удобно иметь соведущего эксперта. Круто об эксперте, так, знаю. Прямо сейчас мы познакомим вас со свежим прогнозом погоды. Тем, кто прямо сейчас отправляется на улицу, будет, думаю, полезно прослушать. Сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 23, минус 27 градусов. Днем ожидается до минус 22-25. В Заречье утро минус 23, минус 33, днем минус 22, минус 30 градусов. В южных улусах 26 утром, днем минус 24, минус 25. В Вилюйских улусах минус 27, минус 38. Утром, днем минус 27, минус 28 градусов. В Нижнеленских улусах минус 30, минус 38. Утром, днем минус 31, минус 35. В западных улусах минус 24, минус 37. Утром, днем ожидается до минус 22, минус 30 градусов. В Колымендигирских улусах минус 11, минус 22 утром, днем минус 7, минус 20. В Янских минус 18, минус 26 утром, днем минус 18, минус 23 градуса. В северо-западных минус 26, минус 43 утром, днем минус 24, минус 38 градусов. Атмосферное давление
В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 24 градуса. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 24, минус 26 градусов. Сегодня отмечается Всемирный день детей, как мы уже говорили. Интересно, сколько рождается детей ежегодно. Мне вот цифры неизвестны, но знаю, что население наше растет. Ну, в целом, во всем мире растет, да, скоро там, по-моему, 7 миллиардов ожидается в ближайшее время, но, к глубокому сожалению, в нашей стране цифры немного стали падать, хотя с 2013 или 2014 года наблюдался впервые с распада Советского Союза положительный естественный прирост, но вот сейчас немного притормозился процесс, но это все связано с урбанизацией. Люди не хотят рожать, хотят чуть позже. А все-таки какие цифры, узнаем из нашего следующего сюжета. 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. В 1954 году Генеральная ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты как Дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. И мы сегодня посмотрим на статистику рождаемости, начиная с земного шара. 31 октября в 2011 году население Земли превысило 7 миллиардов человек. Прошло 8 лет, и количество населения Земли продолжает расти. В сутки население Земли увеличивается примерно на 220 тысяч человек. За текущий год родились на свет около 124 миллионов детишек. Общая численность населения России на 1 января 2019 года составляет почти 147 миллионов человек, по данным Росстат. За 2018 год в стране родилось около 1 миллиона 800 тысяч детей, что говорит, что в России идет снижение уровня рождаемости. В нашей республике совсем недавно был зарегистрирован 10-тысячный новорожденный. Для сравнения посмотрим информацию от Минздрава Республики Саха-Якутия по 9 месяцам 2018 года и 2019. В 2018 году за 9 месяцев было зарегистрировано 9592 новорожденных. За текущий 19 – 9531. В сравнении видно, что также идет спад рождаемости. Частично это объясняется тем, что сейчас идет поколение родившихся в конце 80-х и в начале 90-х. А как мы помним, в то время уровень рождаемости был довольно низок. Но с тех времен идет рост рождаемости, что должно пропорционально сказаться на демографическом положении наших дней. Максим Гоголев, «Новый день». А мы продолжаем наш эфир и... Да, у нас прекрасная новость. В Красноярске с 13 по 17 ноября проходило первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Сборная команды Якутии добилась исторического максимума, и впервые по итогам первенства страны якутская команда завоевала 2 медали, причем обе высшей пробы. И вот эти медали здесь, собственно говоря, как и обладательницы этих медалей, это две замечательные девушки. Аина Моисеева, она победительница первенства России по дзюдо в категории до 48 килограмм. Доброе утро, Аина. Юля Аман, победительница первенства России по дзюдо в категории до 70 килограмм. Доброе утро, Юля. И их тренер, главный тренер и Республики Саха-Якутия по дзюдо Дамдидорж Гамбадорж, который частый гость нашей студии. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые гости, девочки. Ну, первый вопрос к вам. Какие эмоции, какие чувства вы испытывали после победы? Ну, если честно, я сначала не поверила, не осознала это. Потом, когда мы с тренером ушли, уже, вышли, я спросила у него, я победила. Еще не поняла, не осознала, да? Ага. Ну, это был шок, потому что много работы проделано, готовились очень много, и, конечно, это радость. Ну вот как готовились, как настраивались на борьбу? Настраивались ли на победу изначально? Да, это, естественно, психологически, наверное, в первую очередь, чтобы не проиграть, чтобы тебя не подавили. Ну и, естественно, тело готовили. Самая принципиальная борьба с каким была соперником и насколько было тяжело? Ну, это, наверное, финал. Это самая тяжелая, наверное, схватка моя была. И, естественно, это борьба за золото, она принципиальна. Кто будет главнее. Ну, и вот получилось. Откуда был соперник?
Ханты-Мансийский автономный округ. А им тебя? Ну, для меня все схватки были сложные. И, ну, в финале, то есть в полуфинале было тяжелее настроиться. Там потому что большая ответственность, что тут либо ты гарантируешь себе минимум серебро, если ты в финал вышел, а если проигрываешь, идешь в малый финал, за тройку бороться, за бронзу, там еще нет гарантии, что ты выиграешь медаль и будешь на пьедестале, поэтому сложно было. А когда он уже справился, там встреча была со знаменитой Воробьевой Мариной, которая уже была победительницей первенства мира, вот, и там, конечно, ставки были против нас, потому что та была титулованная, именитая, там, и прежняя встреча с ней уже в пользу, не в нашу пользу была, поэтому тоже добавляло вот это все. Но и мы во время подготовки к финальной части настраивались, говорю, терять нечего, потому что уже есть одно поражение, ну второе, никто ничего не скажет. А вот если ты возьмешь реванш, это будет, тем более еще и в новой возрастной группе, когда ты перешел в юниорскую возрастную категорию, это еще достойнее как бы победа будет, поэтому было за что там побиться. И Девочки, второе вышло. А сколько вы уже занимаетесь спортом? Со скольки? Я с 2013 года. Я с 2012 7 лет. 7 лет, получается, шли к золотой медали. А были перед этим какие-то выездные сборы? Да, были. Я готовилась в Искогоре в Казахстане. А у нас 2 недели сбора были в Монголии, в Улан-Баторе. И потом уже 2 недели мы подводились в Красноярске. Да. Но это только, вот, можно сказать, маленький отрезок, который, как бы, можно сказать, это особо нет. А так, на самом деле, это вот очень много-много проделано. Это годы тренировок. Это не просто так. Один раз ездили, бах, в чемпионат. Да, вот хотелось как раз спросить, вот как идет подготовка к чемпионству? Это многолетняя, очень трудоемкая работа. Это, девчонки тоже, я им, как сказать, ну, можно сказать, выражаю большую благодарность за их терпение, потому что это вдали от дома постоянно разъезды, выезды, там, вокзалы, аэропорты и так далее. Там, плюс изнурительные тренировки, где нужно очень много пережить. И я думаю, что вот в этот раз у них, что у Юли, что у Аины были такие эмоции после победы, потому что, допустим, в прошлом году Юлия вообще в круг отборолась по этому возрасту, по юниорскому. У Аины, получается, вообще первый раз, как бы, она только перешла в юниоры. И когда ты так раз, ну, конечно, надеешься в душе, но не на первое место, я думаю, но это как бы уже такое, получается, выполнение сверх нормы. Там, да, и поэтому, что и у тренеров, там, что у личного тренера, я думаю, у Юлии Роман Борисович тоже испытывал гордость, да, и большое такое удовольствие. Так же, как я, вот, готовишь, бах, выстреливает. Потому что там приезжает тоже вот сколько, 600, больше 600 спортсменов, там, да, 66 регионов. И когда вся трибуна смотрит, аплодирует, и ваш регион называет, это, конечно, такую эйфорию ловишь, да, как тренер, и гордишься своими спортсменами. И, вот. Но на данный момент вы успеваете выдохнуть или вот сейчас снова Да, начнется? у меня вот сейчас, я буквально послезавтра уже вылетаю на следующую возрастную категорию. Кадеты, у нас там 5 спортсменов выступает до 18 лет первенства России. То есть сейчас такой период, вот именно, когда вот говорят, когда вспышку нельзя проморгать. Потому что вот они уже на 2020 год себе гарантировали место в сборной, то есть у них будут выездные этапы Кубка Европы и другие большие старты и сборы. Себе обеспечили, уже проще будет. А сейчас осталось кадетам тоже так же. Да, вот хотелось бы уточнить, вот что девочкам дало вот это чемпионство? Вот они выезжают теперь на какие получается так вот. Первые, вторые номера, они гарантированно поедут в марте в Португалию на первый этап, на рейтинговый. Ну, тоже как бы громко не стоит говорить, что гарантированно, потому что часто бывает, вот, когда медосмотр проходит углубленно, там бывают какие-то разные моменты, могут где-то забраковать. Поэтому я надеюсь, что мы благополучно пройдем, и они уже в марте поедут в Португалию. А допинг тоже сдают, да, сейчас? Все, они могут в 5 утра прийти, там, в 6 утра постучаться. Но девчонки еще не переживали, потому что они еще были по кадетам сборной. А вот, допустим, та же Никифорова уже несколько раз Нургуяна сдавала так нежданчиком. Да, сюрпризы могут поджидать. Сами-то считаете, как боролись? Достойно или что-то еще не хватало? Что-то, может, надо еще, да, добить? Конечно, это надо тоже тренироваться еще больше. Есть над чем работать. Да. Ошибки все равно были.
И есть много работы, над чем еще поработать. Девчонки, молодцы, супер. Удачи вам на новых стартах, особенно которые пройдут в марте уже на мировом уровне. Тренеру тоже спасибо за то, что вы готовите таких замечательных Чемпионов, спортсменов, чемпионов да, и чемпионы у нас успехов растут. теперь с кадетами. Спасибо. Спасибо. На этом мы Отличного прощаемся с вами, но не прощается наша программа. После перерыва наши коллеги продолжат эфир с Анакион, а мы желаем... Прощаемся с вами до завтра и желаем отличного дня.